Интереснее всего то, что покрытые головы и целомудренная одежда – это часть традиции многих народов, в том числе и нашего народа. Кавказские, среднеазиатские и даже европейские женщины носили головные уборы. Давайте возьмем чеченскую женщину, наших матерей, которые носили платки. В каком виде? 3 составных частей – чухт, йоулах и квертлер. 3 составных частей. И если кто-то называет хиджаб арабским элементом, пусть посмотрит старые фотографии своих бабушек. А монахини, которые до сих пор носят покрывало, чем вам не образ достоинства ислама? Даже святая Мария на всех изображениях показана в платке, который напоминает хиджаб. Но женщины, которые чаще всего критикуют хиджаб, говорят, что это против их культуры, нации, сами ничего национального не носят. Их одежда – это прямая калька Запада. Их стиль одежды – это порождение европейских дизайнеров законодательной моды. Волосы распущены, обтягивающая одежда, современный макияж, который даже не снился женщинам прошлого. А если взять некоторых мужчин, посмотрите на них. Короткие футболки, обтягивающие футболки, чуть что пригнулся, оголяется спина. И вы хотите сказать, что так называемые защитники чеченской идентичности, что это чеченская культура? И после всего этого они говорят о потере традиций? Эти двойные стандарты действительно поражают. И что бы сказали бы наши праведные предки, если бы увидели, в каком плачевном состоянии находятся некоторые их потомства? Так давайте посмотрим вокруг. Где же эта пресловутая арабизация? Внимание, вопрос. Кто у нас на улицах ходит в джильбабах, чалмах и маматах? Мы носим джинсы, футболки, говорим на чужих языках, впитываем западную культуру, начиная от мультфильмов до сериалов. Так вопрос, так где же эта арабизация?